إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Дорогие верующие, после этого наша проповедь «Биль ахляки валь киями фата'аль муслимуна кулубуль ибади кабляль билад». Нравами, поведениями, ценностями ислама мусульмане открыли сердца людей до того, как открыть страны. Ценностями. Мусульмане берегли свои ценности, свою идеологию имана ислама. Мусульмане берегли свое поведение, свои ахляки, свои нравы. Когда видели мусульман по их поведению, они понимали, третья сторона понимали они, что их двигает. Их двигает иман, вера в Аллаха, Его посланника, любовь к Аллаху, Его посланнику. Они боялись потерять эту религию. Они боялись за религию. Им было легко погибнуть на пути Аллаха. Им было легко отдать то, что у них есть все. Но главное, чтобы они не потеряли эту религию. Они боялись за эту религию. Они не боялись огня, не боялись каких-то страхов мирских. У них не было такого страха. Они понимали, что такое страх. Понимали, что страх есть естественный страх, чтобы человек сам себя оберег, чтобы не упал с крыши, чтобы враг не погубил. Они понимали, что это естественный страх, что нужно готовиться против врага, это естественный страх. До того, как тебя ударить, они понимали это. Они понимали, также есть обязательный страх, что ты обязан бояться Аллаха. Ты обязан бояться за свою религию. И есть запрещенный страх, они понимали. Какой запрещенный? Боясь врага, убегать с поля боя. Боясь устрашения, оставлять свои обязанности. Они этого понимали, сподвижники. Они перебороли себя. Они стали, после того, как были разобщенные, после как были племенами, после того, как были слабые, немощные, неграмотные, умма была, неграмотная община, она стала общиной, носителем света стала. Почему они стали носителем света? Потому что они были открывателем, поведением. Они показывали ислам. То, что человек убеждается, не видно. Видно только на его поступках. Поэтому в прошлой проповеди мы говорили вам, переведите Коран поступками, покажите Коран поступками, дорогие верующие, на ваших местах, там, где вы есть. Итак, дорогие верующие, и'джабам би ахляки туджар муслимин, люди удивлялись торговцам, бизнесменам мусульман. Дахаль салатин валь мулук, зашли в ислам султаны, короли. И также простые люди, зашли они в ислам. За что они ислам зашли? Потому что они знали и понимали, эти нравы, это поведение двигает только правильный иман, правильная вера. Они готовы ради чего? Ради Аллаха. Ради общины готовы на все. Такие были сподвижники. Кто их научил? Самый величайший пророк, саллаллаху алейхи вассалям, любимец Аллаха. Он их научил. И они боялись и держались за эту религию. Держались за религию последними клыками. Не зубами впереди, как сегодня многие чувствуют только религию. Они держали зубами последними, не упускали эту религию. Итак, дорогой верующий, та'амуль ислами ма'агойри, они относились к другими, мусульмане относились к другими, да'ватан, билисан аль-халь,
Они показывали, имеется в виду да'ва, поведением, но не показывали своим языком. Да, нужно проповеди, да'ва нужно. Но сегодня, извините, некоторые миллионы да'ватчики у нас есть, миллионы. Но в поведении почему не исправлена умма? Быть может, в самих да'ватчиках проблема. Быть может быть, нечестный. Быть может быть, призывает не к Аллаху, который над троном. И Аллах сам о себе говорит об этом в Коране, суру Тахи. Ар-Рахман аль-Арши става и других аятах. Быть может быть, не призывает к этому Аллаху, Господу миров. Призывает к своей секте. Быть может, они борются за власть не ради Аллаха, чтобы установление слова Аллаха, чтобы руководство было справедливость, богобоязненность руководила. Быть может, не за это. Бывает страсть у людей ради власти, ради денег, ради наживательства, обжорства в этом мире. У них было так, у сподвижников Аллахи не было. Когда они брали трофеи, ничего не пропадало. Ничего не пропадало. Итак, дорогие верующие, поэтому они, да'ватуль халь, то есть призыв поведением своим, лучше и доступнее человек принимает. И поэтому доходил этот да'ва до сердца людей и разума. И открылись их сердца. И принимали ислам миллионы людей. Не сотни, не тысячи, а миллионы. У них был низам, порядок был у них. Низам, порядок у них был. Ахлякуна, наши нравы, дорогие верующие, расумалина, это наш капитал, наше поведение, наши поступки. Если мы неправильно ведем, значит мы в банкротстве. А если мы правильно ведем себя по системе божественной, Аллаха Субхану ва Тааля, по законам Аллаха, если мы идем, тогда мы божественным законом. То есть закон Аллаха это шариат. Если мы идем, это наш капитал. А если мы проигрываем наш капитал, значит у нас проблема в наших поступках, поведениях. Мусульмане сегодня, если бы вели бы себя правильно миллионы и миллиарды мусульман, то такое положение бы не было в умме. Не было бы. Поэтому капитал наш главный, который мы вкладываем, литтасвик аль-ислами, ولا سبيل لنا لقرع أبواب غير المسلم إلا من أبواب الأخلاق. Невозможно постучаться в дверь иноверцев или неверующих, многобожников, кроме как через поведение наше. Мы не сможем достучаться к каждой двери, очень трудно. Даже поддержки слабые. Сколько приходят люди на джумуа, а сколько сидят в кафешках? Или на джама, а сколько приходят люди? Быть может, многие и не ходят на джумуа. Да, я знаю статистику, приблизительно, которая себя относит к исламу, 80% и не молится. 80% и не молится. Когда доходит дело до заката, который молится, закат не могут отдавать. Как будто имаму дают этот закат. Когда доходит дело до поста, он уезжает, скрывается он от мусульман. Он не хочет поститься, молиться с мусульманами в месяц Рамадан. Это лицемерие их. Некоторые болезни у них начинаются сразу в месяц Рамадан. Другие, когда время хаджа, у него новостройки начинается. Ты должен сделать хадж, дорогой верующий, если у тебя есть возможность. Ты обязан делать хадж. Другие, когда братья тонут, гибнут, горят, когда нужно протянуть руку помощи. Нет, они забыли о своих братьях и сестрах, младенцах, сжигающих живьем, забывают они. Разве ислам такой? Разве ислам это не единый организм? Разве ислам это не одно единое тело, сказал посланник, саллаллаху алейхи, со всеми мусульманами? Значит, мы его не практикуем должным образом. Значит, мы не живем должным образом. Как нам сделать так, чтобы мусульмане и не мусульмане лучше жили? Сделать единый организм. Сделать единый организм. От них будут получать пользу мусульмане и не мусульмане, как раньше получали. Как иудей пришел,
Умар бин Хаттаба попросил о помощи. Один сказал с подвижников: нет, он иудей. Нет, сказал Умар бин Хаттаб. Он, когда был здоров, платил он свою джизья, налог. Платил он в бейтуль-маль муслимин. А в то время налог был только 10% из своей торговли. От бедных, нищих не брали налога. А теперь берут. А теперь побольше берут. Сколько можно урвать. Умар бин Хаттаб выделил из бейтуль-маль муслимин. Сказал он: справедливость так не бывает. Когда он здоров, он платил в казну. А теперь, когда слабо, он пенсионер, он стал, не может работать, инвалидом стал, берут. Такая система справедливая была у мусульман. Но мусульмане, когда у них нету системы, они как разобщенные, как стадо бывает разобщенное, и волк забирает кого угодно. Волки, разные хищники, питаются мусульманами. Почему? Потому что разобщенные, как стадо, раскинутое везде. Когда она как стадо, раскинутое везде, все ими питаются. Но не понимает, и им бывает проблема от мусульман, разобщенных в сектанты разных видов. И самим мусульманам больше проблем. Потому что это великое, большое нововведение бид'a, раскол среди уммата Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Дальше, дорогие верующие. Аль-Кудватуль Хасана, красивое поведение, то есть красивый пример, хороший пример. Афдаль василати настастатиу биха ан туаллима абнаака сулукуль иджаби мин аквали аф'али. Самый лучший пример в твоем. Это самая лучшая методология, чтобы донести до своих детей и своих домочадцев, своих близких, чтобы их обучить поведению, положительным поведению. Мин аквали аф'али. Также, дорогой верующий, тарбия имания, воспитание на имане, на нравах правильном поведении. Я не говорю о твоих нравах, которые ты представляешь. Есть адаты в каждом народе. Если адат не противоречит Коране и Сунне, он дозволен. Потому что шариатское правило нам говорит: аль-аслу фил адати ибаха. В основе обычаев дозволенность, если не противоречит шариату, исламу. Дальше. Каждый представляет поведение по-своему. Африки любят преклоняться, почти делают суджуд. Некоторые африканцы, со мной, которые учились. И мы говорим, это запрещается. У нас тоже есть в нашем народе запретные адаты. Запретные адаты. Нельзя унижать. Нельзя не уважать старших. Нельзя унижать младших. Есть в каждом народе запрещенные вещи. В некоторых народах распитие алкоголя в этот сезон и разных видов преступлений бывает. После этого посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи ва саллям: уммуль хабаиси аль-хамр. Мать всех грехов является опьяняющей, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям. Мать всех грехов. Многобожие, неверие, нововведение, преступления разных видов. Посмотрите статистику, сколько делается после этого. В сезон как раз, сезон грехов называется, и сезон преступлений. И так дальше, дорогой верующий. Ислам проявляет большое внимание на воспитание, чтобы мы воспитывались с Кораном и Сунной. Лам яджид аблягу арфа. Самое лучшее, самое высшее то, что было сказано о пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи ва саллям, о его нравах. Аллах сказал в суре Аль-Каламе: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Поистине, ты являешься, то есть пророк Мухаммад, ты являешься на высших нравах, на высшем поведении, на высших нравах. Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, показал нам чистое и правильное поведение. Все нравы, если объединить всех народов, самые лучшие нравы. Нравы посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, выше всех народов. Итак, дорогой верующий, также посланник Аллаха сказал, объясняя нам дальше, какая его работа с людьми. И он сказал: «Иннама бу'ithtu ли утаммима макарим аль-ахлак». Я послан, чтобы усовершенствовать совершенные нравы, высшие нравы усовершенствовать, показать вам, собрать вам самые лучшие нравы. Идеология – это внутри,
А дальше поступки, наши деяния, они показываются. Наши деяния показываются. Значит, если у тебя правильная идеология, значит, у тебя правильные должны быть поступки. Бывает у человека неправильная идеология, неправильно взялся он за ислам. Как человек берет нож, допустим. Взял он нож с острой стороны и порвал себе руку. Отрезал себе, может быть, и руку. Что угодно. Бери нож с правильной стороны, с ручки. Не бери с острой стороны. Ислам тоже не берут с острой стороны. Ислам берут с ручки, с правильно берут. Баракаллаху фикум. Итак, посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, объяснил нам, фатахаль биляд, мусульмане открыли страны, как мы сказали, через поведение свое, когда услышали поведение мусульман. Сейчас расскажу вам маленький такой рассказ открытия Египта со своими нравами. Сначала мусульмане открыли, как мы сказали, своими нравами. Во время Умар бин Хаттаба, ради Аллаху ан, بدأت الفتوحات الإسلامية في أفريقيا مبكرا في عهد خليفة الراشد الفاروق 639. В 639 году во время Умар бин Хаттаба начались открытия Африки. После арабского полуострова это. حيث فتحت مصر. Открыли Миср. ثم تلتها الدول الأخرى حتى أصبحت عدد الدول الإسلامية стало 26 государств открытых. Во время Умар бин Хаттаба. ثم فتح مصر إلا بالسيف. Египет открыли не мечом. Однако позади был порядок, низам, одна армия, одна власть, одни цели у мусульман, одна политика, одна экономика. И они открыли Египет сначала нравами своими. لا بالسيف وإنما بالمحبة والأخلاق حيث أذن عمر بن الخطاب لقائد الجيش الإسلامي في أفريقيا. Умар бин Хаттаб разрешил полководцу, ответственному по Африке, открытие Египта. Амар бин Ас его звали. Беззахфи иля Миср. Сказал он войскам: Амар бин Ас, ты ответственен за Африку, иди теперь войсками в сторону Египта. Можно. В 639 году это было. فأول ما تم له هو فتح العريش. Ариш открыли они Египет. В Египте Ариш называется сторону где? Сторону Палестины. Ариш эти места. Сумма хасар аль-Искандрия. Затем Амар бин Ас окружил Александрию, город Александрия. Сумма тасалламаха мин Бетрик. То есть христиане его уже сдали. Почему сдали? Да потому что они уже услышали имидж ислама мусульман. Но сегодня, когда слышат имя ислама мусульман, сколько людей примут ислам до того, как они придут? Посмотрите наше поведение мусульман. И так дальше, дорогие верующие. Мукаукис называется Батрик. Из Акбатов. Акбат это египтяне, имеется в виду. Кипты это египтяне, Египет имеется в виду. Инджипт. Вазада вакана масриюн кадааду амрейн. То есть ану амрейни. Египтяне были утомлены на самом-то деле. По причине византийцев. И за ним, конечно, Рим. Египет был оккупирован, получается, этой идеологией византийской. Они были христиане, кипты их называли. Кан бизантиюн юфридун аль-дараиб аль-мусаккаля. Они обязывали народ большими налогами. Представляете? И дальше. بل تجاوز الأمر إلى فرض على الأموات قبل دفنهم وعلى عبور الطريق مع اضطهاد الدين المصريين مع أن البيزنطيين والمصريون نصارى. Хоть они являются христианами, египтяне и византийцы, и они наложили на них большие налоги, мусульмане только 10% брали с бизнеса, а они брали больше. Да еще мертвого человека не давали хоронить. Представляете? Брали налог у мертвых даже. У мертвых брали налог. Как сегодня это творится в Европе. Сжигают, передают тебе твой труп, твоего родственника. Вот тебе на. Чтобы не платить за землю налог.
فاستغاث المصريون بالمسلمين فاتحين ورحبوا بهم. Мусульман позвали египтяне помочь им избавиться от византийцев. То есть мусульман позвали египтяне, христиане, чтобы мусульмане им помогли избавиться. Маша Аллах, одна цель мусульман. Вот открытие дауа, ты помогаешь притесненным истории ислама. Ты помогаешь притесненным, ты пойми, ну хаос нельзя в исламе, бардак нельзя в исламе, низам должен быть. Дальше, дорогие верующие. Итак, ثم رأى مصريون الأقباط الأخلاق المسلمين في تعاملهم وسماحتهم وحسن مقاداتهم وعفتهم وقيم العدل والأخاء والمساواة مما لم يبصروه من النصارى أمثالهم. فانشرحت صدورهم للإسلام وراحوا يتوافدون على دين الله طوعا لا كرها. Теперь что получается? Они, египтяне, увидели, христиане, священники, представляете, какими степенями люди, непростые люди еще приходят, увидели поведение мусульман, как они относятся, какие они великодушные, какие они снисходительные, как они судят, как они рассуждают, какие они целомудренные. Они не нападают на чужих женщин, не крадут они женщин, не делают никахи подряд, временные браки не делают, временных браков нету, братство как между ними, справедливость как между ними. И они это все видели, христиане, египтяне. Фаншарахат судурум, ихние сердца открылись жаждою по этим поведениям, по этому исламу. Они увидели. Вараху ятавафадуна аля динилля, начали приходить принимать ислам своим желанием толпами христиане, толпами заходили в ислам. Но не насаждали мусульмане, насильно никого не заставляли, не насаждали. Просто они им показали ислам, по жизни показали ислам. وَتَحَوَّلُوا مِنَ نَصْرَانِيَّ إِلَى الْإِسْلَامِ. И потом Египет начал меняться с христианства в ислам. وَتَغَيَّرَتْ لُغَةُ الْقِبْطِيَّةِ. Египетский язык поменялся на язык Корана. وَبِهَذَا تَمَّ الْفَتْحُ بِالْأَخْلَاقِ الْقِيَمِ. И так открылся Египет нравами и ценностями мусульман. Поэтому, дорогие верующие, не забудьте, это открыли кто? Мусульмане, которые находились под одним низамом ислама и шариата. Туджарлу муслимин, что сделали бизнесмены, торговцы, мусульмане? Открыли они. Фаддуль ахляка фи нашл ислам. Поведение мусульман, у них есть большое достоинство этих нравов и поведения. عندما اكتشف الأهالي غانا أخلاق. Гана называется республика Африки. Когда они увидели торговцев мусульман своими ценностями, высшими ценностями, кияму самия, вадинимуль азим, и великой религии, и атанакат кабилатан. Сразу две племени из Ганы приняли ислам. Из берберов ислама, вахума кабилатани ли манунати валь джудалити. То есть две племени эти приняли ислам. Фаамилу аля нашр ислам. И эти две племени потом начинает работать в распространении ислама. Это 1076 году Григорианский календарь. Григорианский календарь 1000 лет тому назад. Они начали, две племени принимать ислам и начали распространять ислам. وَاعْتَنَقَتْ قَبَائِلُ سُورَ الْكُولَ. Они тоже приняли ислам. كَذَلِكَ ثُمَّ فُتِحَ غَانَّ. Затем эта Ганна республика начала принимать ислам массово. 4 племени уже приняли ислам. ثم راحت بعض القبائل الإسلامية من غانا إلى بلدة. Потом эти из Ганны республики племена начали призывать других своих соседних племен. Бальдатан Маляна называется в Судане. Призывать они начали к исламу. В сторону запада. وانشأوا فيها مركزا تجاريا. Открыли бизнес-центр. Открыли бизнес-центр, повторяюсь. Не да'ват-центр, а бизнес-центр.
фатуарруфу ахлюха аль-ислам. Они знакомили людей через торговлю, исламом знакомили. Все же хотят заработать. А сегодня мусульмане, когда касается торговли, многие, я говорю, многие, 95% не поднимается. Почему? Жадные стали. Мир стал жадным просто. Потом дальше они открыли бизнес-центр. По своей желанию начали люди принимать ислам также в Судане, западной части. Также соседние республики Африки принял ислам, Гвинея называется. Ихний король принимает ислам, ихний царь принимает ислам. Итак, в 1204 Григорианском году принимает ислам этот король. Тауан, любя ислам, почему они увидели, король увидел поведение мусульман, бизнесменов мусульман, торговцев мусульман, увидели великие нравы. Ва'танака халифату амир Кабаиль, теперь этот становится халифом, принимает ислам. Стал амиром племен. Манданж называется, ислам принимает. Вассаса имбраториель Мали. Малийский король принимает ислам и становится халифом у себя в Мали. В Мали, слышали, наверное, многие, республика Мали или государство Мали. Боролись, выгнали Францию из своей страны еще. Вагнерцы тоже там были, тоже проучили их. Тоже проучили молиться. В 1204 году принимает король ислам, и его последователи идут за ним. И принимают они ислам. И после развиваются они. Да, альхамдулилля. وأيضا أحد السلاطين Чад. И также один из королей Чада принимает ислам. Республика, государство Чад Африки. وغيرهم وهكذا دخل السلاطين والملوك. Также принимали ислам через торговлю, через бизнесменов, которые ради Аллаха делают бизнес. Делают бизнес, чтобы этот бизнес был средством призыва. Я же вам говорил, вы же везде, не я везде, я не успеваю везде. Вы же бизнесмены, вы же работаете везде. Вы мусульмане, которые ходят в мечеть. Почему не видно исламские обряды, традиции, поведение правильным образом? Потому что люди думают о своей жадности только, нажираться только. Итак, принимают ислам султаны, короли, простые люди, простонародье, особые люди, знатные люди, нубаля, поэты им подобные. Тауан ла кархан, по своей желанию не принимают ислам. И аджаба минхум би ахляки туджар муслимин, удивляясь поведению мусульман, торговцев. Сегодня есть просто мало, где-то 5% я оставил. Если взять 100 человек, из них 5 могут быть из бизнесменов, двигаются ради Аллаха, чтобы ислам дошел до людей. Если машина, пусть машину уберут там. Нельзя во время хутбы перебивать. Дальше. Вот видите, поведение мусульман, неправильно машину неправильно поставил, закрыл чужую машину закрыл, и теперь хутбату вредит человек, тот, кто закрыл свои машины. Пусть понимает он, что нельзя закрывать чужую машину. Просим Аллаха Субхану ва Та'аля, дорогие верующие, нам правильного поведения. Просим Аллаха Субхану ва Та'аля, мы как будто в намазе находимся на проповеди, дорогие верующие, должны себя вести. Поэтому нельзя говорить. Баракаллаху ли ва лакум фил Кур'ан ва сунна. الحمد لله له الحمد الحسن والثناء الجميل يقول الحق وهو يهدي السبيل. Дорогие верующие, قيمة الأخلاق, ценность наших нравов. Ценность наших нравов, посланник Аллаха, как сказал нам, «Иннама бу'ithtu», поистине я послан для того, чтобы совершенствовать, выполнить макаримуль ахлак, высшие наши нравы.
почетные, почитаемые наши нравы ислама. Хадис приводится имам Бухари, дорогие верующие. И не забудьте, что то, что внутри у тебя есть и правильное, тебя будет двигать, инша Аллах, на правильный путь. Твой иман, твоя акида, правильно у тебя поведение будет. Знай, если ты себя ведешь неправильно, ты если перед шейхом куришь, ты если перед шейхом делаешь харам, ты не уважаешь ислам. Алимом, шейхом, если ты куришь, опять повторяюсь, арабам, не арабам, которые говорят, это карага только. Это не карага. Если он был бы карага, как чеснок и лук был бы. Ведите себя правильно, мусульмане. И не араба касается, которые ведут себя перед шейхом неправильно. Перед алимом, перед шейхом нужно вести себя подобие перед хирургом, когда ты ложишься на операцию. Баракаллаху фикум. Просим Аллаха нам правильное поведение, правильное понимание ислама, уважение между собой. Просим Аллаха субхану ва тааля любви между нами ради Аллаха. Просим Аллаха субхану ва тааля, дорогие верующие, чтобы Аллах возвысил эту умму. Просим Аллаха субхану ва тааля, чтобы через наши деяния Аллах открывал страны и народы. Просим Аллаха субхану ва тааля, дорогие верующие, милости и прощения. Просим Аллаха субхану ва тааля, фирдаусуль а'ля, высшая степень рая. Всем мусульманам просим Аллаха наставить заблудшие народы на правильный путь. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في غزة وفي كل مكان. وصلى الله على نبينا محمد. أنت أخ من الصلاة.